Ассоциация таджикской молодежи в Российской Федерации. Последняя, хотя не по значению в нашем списке. Спасибо, господин модератор. Свобода выражения мнения, доступ к информации является одним из основных принципов открытого и свободного демократического общества, признающее право человека и верховенство закона. Свобода СМИ в Таджикистане уделяет особое внимание. Свобода слова в Таджикистане гарантируется Конституцией Республики Таджикистан. Следует отметить, что за годы независимости нашей страны очень выросло число независимых СМИ, и по количеству они в несколько раз превышают правительственных СМИ. На сегодня из 766 СМИ 173 государственные и 593 негосударственные. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении в 2012 году в честь столетия таджикской журналистики отметил, что критика как создающее явление является одним из основных факторов развития общества, способствующей выявлению и исправлению проблем и недостатков, их исправлению. Критика должна опираться на серьезный анализ и достоверных фактов. Вышеуказанные главы государства свидетельствуют о том, что правительство страны оценивает по достоинству созидательную силу журналистики и для устранения существующих проблем прислушивается к словам журналистов, как к чуткому барометру гражданского общества. Показателем уважительного отношения правительства страны к свободе слова и доступа к информации является деятельность в Таджикистане многочисленных зарубежных СМИ, в частности, Радио Свободы, BBC, Немецкая волна, Спутник и другие. Сегодня нет такой общественно важной, значимой событий, которое бы не отражало свое мнение в СМИ страны. К сожалению, наряду с этим в просторах интернета появились и умножались множество псевдо-СМИ, которые именуются по-другому как «желтая пресса». Их деятельность направлена на дезинформацию читателей. В связи с этим я хочу поднимать такие вопросы, как качество информации в эпоху цифровой трансформации, фейковых новостей и дезинформации читателей. Спасибо в то время, большое. когда каждый второй является журналистом, мы не можем проверить достоверность их информации. В связи с этим я считаю необходимым разработать всеобщую рекомендательную стратегию странам-участникам ОБСЕ борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями. Спасибо большое. Спасибо вам.